это непросто. Я хочу вас вернуть чуть-чуть к фильму. Ведь это не художественный фильм. Это фильм, часть истории, которая стала достоянием чувашского народа. Это фильм, как создавался Дом дружбы, как создавалась Ассамблея народов Чувашии, какие мечты были у Льва Пантелеймоновича Куракова и те руководители Чувашской республики, уважаемый Михаил Васильевич, который находится в ином мире, вместе с Львом Пантелеймоновичем, и дорогой Константин Геннадьевич, который продолжает трудиться в этом же духе на объединение народов. Вы видели в фильме, что была мечта, чтобы крышу превратить в прекраснейший сад, который нету такого вообще, может быть, не в Чувашии и не в России, чтобы люди туда собирать, посмотреть с каждого народа, что у них растет и что красиво. А пока эти мечты шли, и первый этаж Дома дружбы не стало, к сожалению. Он уже находится, как сказал дорогой руководитель Дома дружбы, я всегда буду его называть директором, потому что его назначили директором. В общем, первый этаж стал центральная бухгалтерия. Вторая часть, где Лев Пантелеймонович мечтал делать постоянно международные конференции, привлекать и не только из российских руководителей, и зарубежных, и со всего мира. Кусансангель передали. На втором этаже выполнилась сейчас еще бухгалтерия. И я ожидаю, что все-таки у нас появятся новые созидатели, что новый руководитель Ассамблеи народов Чувашии построит еще одно здание для Дома дружбы народов. И министр культуры нынешний поможет ему в этом. Они же должны оставить для истории создание что-то. Созидание должны что-то делать. Если мы с тобой их шевелить будем. Будем шевелить. По-любому. Любовно будем шевелить, а не приказами. Просто будем объяснить ценность и важность этого. Дорогие друзья, я познакомился с Львом Пантелеймоновичем Кураковым в 1991 году, когда я еще здесь не жил, я приехал в гости. И познакомился с Ургалкиным Иваном Алексеевичем, его большой друг, МНТК Мекахмадьярглаз, был коммерческим директором. И он мне сказал: хочу познакомить тебя с ректором университета, мой большой друг. И это был вторым человеком, с кем я познакомился в Чувашии, Лев Пантелеймонович Кураков. Представляете, 91 год, вот только-только СССР распался. Вот 25 декабря СССР распался на моих глазах и слезах, потому что я приехал именно учиться в Советском Союзе. Советский Союз, который заменил нам отца, матери, который для нас был все, столько любви нам дарил. Меня учили советские педагоги, учили русский язык, учили любить советских людей, учили эту великую историю, учили подвиги великих советских людей, российских людей, которые сделали невозможное возможное, которые показали такого героизма, который история никогда еще не знала. Дорогие друзья, я хочу сказать, что последние 5 лет Льва Пантелеймоновича Куракова, все его выступления, все его разговоры оказались как завещаниями. Он не просто какие-то слова говорил, он очень широкое мышление у него было, и он каждая волоска в его теле, каждая клетка в его организме дышала патриотизмом, любовь к своему народу, к своей родине. Он везде, где бы ни находился, строил и оставил. Строил и оставил. Вот он нам построил Дом дружбы, создал ассамблею
каждое его нахождение в любом месте превращалось в праздник. И он сам по себе был ходящий праздник. Не только ходящая энциклопедия, а ходящий праздник. Куда бы он ни находился, он приносил теплоту. Он никогда ни на кого зло не держал. Никогда. У него в сердце, в душе была любовь ко всем. Вот пример, каким должен быть человек. И каким из жизни он должен уходить. Он пришел с определенной миссией в нашем мире. Сдружить и объединить народов. Он всегда нас собирал чуть ли не ежедневно.